الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, у нас вааза была про маджлис алимов. Маджлис не такой маленький маджлис, масштабный такой на весь Дагестан. Ну, в основном, как кумыкский маджлис, не все кумыки алимсы. Завтра, в субботу, будет Туркали, площади будет она сама тоже. К этому призыв. И настолько она важна для нас. Хоть она сегодня для кумыков, завтра для других. Почему это мы должны отвечать, когда нас призывают наши имамы к чему-то? Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ам лам я'рифу расулахум фахум лаху мункирун». Разве они не знают своих посланников? Каждая община должна знать того человека, который до них доводит ислам, биографию этого человека. Если мы будем просто по интернету слушать, не зная этот человек, чей он человек, на кого он работает, под его красивым речам, что он в конце хочет людей, к чему он может тянуть. Поэтому опасно кого угодно слушать. Сам пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Иннама хазад дин» — это религия, говорит. Религия — это твой кровь и мясо, говорит. «Ундуру амман та'хузуна динакум». Посмотрите, говорит, от кого вы берете, говорит. От всех нельзя брать. Потому что есть некоторые алимы, они стали известными среди людей. Они говорят, он сам говорит, меня спрашивают, говорят, некоторые: «А где ты учился? Кто твой учитель?» Я им говорю, говорит: «Какой глупый вопрос ты задаешь? Если у тебя дом горит, если придет пожарник, ты будешь разве спрашивать, откуда ты, с какой организации?» Я как пожарник, говорит. Нет, это небо и земля, это другое. Пожарник, мы знаем, она откуда, знаем его задача какая. А религия, мы должны взять. Наш ислам весь, она на цепочках. Только по доверию. Только по доверию идет ислам. Поэтому же запрещает Коран в переводе на русском языке. Тот человек, который безбожник, у него знания нету. Он где-то может такое нарушение сделать, без акида то испортит. К этому Лукман бин Хаким говорит, что мы знали своих посланников. Уляма. Джалисил уляма абирукбатайк. Он своему сыну говорит, он самый такой мудрый человек был. Аллах про него в Коране говорит, Лукман, известно его имя. О мой сынок, говорит, ты где алими, там садись, говорит, вот так, на коленях. Не на коленях, это называется вот так прямо садись, говорит, как ат-тахияты на намаз. Почему, говорит? Инна Аллаха, поистине Аллах Всевышний оживляет мертвые сердца. Чем? С мудростью, говорит. Назвал он мертвый сердец, у кого иман нету здесь, или же иман слабый, как будто она мертвое дерево, мертвый цветок, как будто. Аллах оживляет мудростью, говорит. Мудрость это что? То, что алими, Коран, хадис, когда рассказывают, это самая большая мудрость. Надо поэтому соблюдать адаб, чтобы получать баракат, во-первых. Если без адаба ты баракат не будешь получать. Вот будешь сидеть, видишь, как говорит, сиди правильно, говорит. Как Аллах оживляет, говорит, кама юхил арда аль-майта, как Аллах оживляет мертвую землю. Когда она без дождя остается, как трещина бывает, с дождью. Также Аллах оживляет уляма, когда ты сидишь с ними, говорит. Не только сдалека слушаешь. Это важный момент. Сахабы, почему они стали такими на большой уровне? Потому что они видели пророка, алейхиссалам. Это пророк, это нур. Сахаба друг друга глаз целовали, говорят. Вот не сахаба, табиин. Они спрашивали сахабу:
ты видел пророка, алейхиссалату вассалам? А если они скажут, да, я видел своими. Этими глазами ты видел пророка? Да, говорят, дай мне под слова твои глаза. Вот это нур, который от пророка, алейхиссалам, ты видел? Вот это дай мне под слова. Вот достоверно в хадисах есть. Вот это баракат, то, что получат. Поэтому видит она очень большую роль играет. Как еще здесь говорится, Ахмад бин Харб, лайса шайун анфау лил кальби. Нет более полезней для сердца, чтобы осветить нуром, баракатом, иманом, чем сидеть с хорошими людьми, говорит. Общаться с хорошими людьми и посмотреть на их деяния. Что они делают, и ты хочешь вот делать. Самое полезное для своего сердца. Чем ты будешь просто дома сидеть, зикру делать, когда с ними ты видишь, все делают, почему я здесь? Когда один ты дома сидишь, думаешь, вокруг все там на базарах торгуют, а ты такой самый богобоязный. И это тебя портит. И нет более вредный, чем вредный смотреть на плохим людям, говорит. Самая плохая вещь — смотреть даже плохим людям. Вот самый бала в наше время это что? Телевизор, антенны, вот это есть. Самая вредная вещь. Просто смотреть, а когда ты с ними сам бываешь еще, уже двойной взорвал. Поэтому надо не смотреть на них, не то что с ними. Вот поэтому Аллах же повелел в Коране, «Иштанибу», говорит, будьте подальше от вина, вот, где вот харам. Аллах не сказал, не пейте вино, сказал, будьте дальше, подальше. Потому что ты приближаешься к тем людям, которые употребляют. От них ты такие слова слышишь, и они тебя влияют. В хадисах много сказано, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, хороший человек, как хороший запах, говорит, который продает миски. Говорит. Ты если рядом сядешь, или же он тебе сам подарит, или же ты у него покупишь, или же хочешь, не хочешь, приятный запах по-любому придет. Говорит. А плохой человек, хочешь, не хочешь, от него плохой запах придет. И это влияет будет тебе 100%. К этому. И потом, каждый мы должны знать алимов. Алимы многие. То, что я говорю, может на тебя не влияет. Может я некрасиво говорю, неправильно говорю. Или у меня иман слабый, не влияет на тебя то, что я говорю. Поэтому надо знать много алимов. Как бывает, когда все хорошего врача все знают. Тот врач хороший врач. И все к нему стремятся, хоть он ростовый или он где-то, чтобы у него советы брать. Алимы, они больше важны. Поэтому надо смотреть, там алима слушать, это алима слушать. Когда маджлисе ты их слушаешь, там 50 алимов бывает. А то ты 2 алима знаешь, 1 мечеть, 2 мечеть, больше никого не знаешь. Это что означает? Типа особо не важно. Главное, джума делать и выходить, заходить, уходить. Поэтому должны тех людей найти, которые их слова на нас влияют. Есть люди, которые красиво говорят, но не влияют. Однажды Хасан аль-Басри в мечеть зашел, и молодой парень душима ваза делает, читает. Как ваза завершил, это алим большой Хасан аль-Басри, табиин, он сказал, о, юношка, или у тебя в сердце что-то, или у меня, говорит. Конечно, Хасан аль-Басри табиин, он великий имам, у него не будет. Этот молодой человек очень готовился, но в его словах баракат не был. Поэтому надо искать таких людей, от кого можно баракат получать. Что больше мы говорим? Вот это маджлисы, там это желательные маджлисы. Даже Аллах повелел нам, «Вата'авану а'лял бирри ват таква». Когда кто-то хорошее деяние хочет делать, возвеличить ислам, рекламу делать, ислам большую рекламу. Мы все знаем, когда какой большой открывает магазин, и все много ходит, все на него внимание обращают. Наши люди, когда видят, все там становятся мусульманами, женщины хиджаб одевают, учатся ислам, у других тоже появляется желание. Это всем из вас известно. Поэтому Аллах говорит, «Ва ман ю'алдим ша'аир Аллах», а кто поможет на такой вещи хорошей, это означает, что у него иман есть. Он наслаждается, он любит это ислам. И Аллах говорит, кто будет делать такие благие деяния, кроме обязательных, вот джума проходит, потому что обязательно. Аллах говорит, когда человек делает дополнительные желательные вещи, я становлюсь его руками, ногами, глазами, ушами. Это что означает? Алимы объясняет, что Аллах ушами не становится твоими.
это означает, что ты ушами не будешь слушать плохой вещи. Как не будешь? У тебя желания даже не будет слушать. То, что Аллах не любит, ты не будешь даже делать. У нас беда что? Беда, мы хотим делать все. Если мы не хотели бы, вот на старую бабушку никто не смотрит. Нет. А если молодая, там идет испытание. А если вот здесь, вот нас же тянет к нему, а к ней не тянет. Вот поэтому Аллах вот это убирает, то, что у нас это слабый есть, когда у нас вот баракат, вот это все бывает, желательные вещи много делаем. Глазам не хочет смотреть, рукой становится, говорит. Тоже рука не будет идти харам. Рукой он не побьет никого, же зулма не сделает. Ногами также. Это обозначает. Почему Аллах так говорит? Допустим, у тебя дома ремонт надо делать. Ты говоришь, мастер, вот здесь надо ремонт делать. Видишь, вот там испорчено у нас. Он делает там ремонт. И пришел, он увидел, что у тебя там тоже есть, там тоже есть. Это все сделал ремонт и ушел. Только за это награду ты ему повелел за это отдать. Он дополнительно сделал. Какое уважение будет этого человека у тебя, к этому человеку? Он дополнительно делал и деньги не взял. Вот так Аллах Та'ала любит своего раба, когда он что-то дополнительное делает. У него вот это от Аллаха уже нуру не спасается у него больше и больше. Вот это Аллах говорит. Также, как пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сахаба встречали, когда он с Мекки в Медину переселился. Несколько дней подряд, там же они не знали точно, какой день он приезжает. Каждый день женщины, мужчины, дети, взрослые, старики, все выходили встречать пророка, алейхиссалату вассалам. Один день выходит, и какая жара. Пока солнце не грело нас, пока нетерпимости, они ждали, говорят. Когда сильная жара, они уже возвращались. Это что? Что все Медины, которые даже неверующие, знали, настолько они любят ислам, настолько они любят пророка, алейхиссалату вассалам. Вот это мы должны показать. И это показывает, что у нас есть в сердце любовь и иман. Поэтому каждый верующий будет в судный день шафаат делать. Надо больше знать алимов. В судный день будет идти пророкам, шафаат попросить у брата, шафаат попросить, чтобы он заступничался за него. Даже самые близкие, родные, братья, сестры, матеря, они не будут заступничать. Если у них иман не будет, они скажут, о Аллах, отдели нас между нами, как между Западом и Востоком, вот так, Машрик, Магриб. А верующие люди, они будут говорить искренне, которые любили друг друга. О Аллах, вот так я дам за него. Только верующие люди, которые и любили друг друга. Поэтому надо больше знать их. А так мы сколько знаем артистов, музыкантов, певцы, да? Сколько их знаем? А алимов сколько знаем? Вот этот момент можно понять, одну хватит. Дай Аллах нам знать больше алимов, что больше баракат, где есть, там везде стремиться и там находиться, где Аллах нас любит. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا